Жарко как, Атай. Сейчас бы холодной водички испить, да отдохнуть в тени. Было бы неплохо, но видишь, ни родника, ни деревца кругом. Здравствуйте, детки мои. Вот, прослышав про ваши страдания, решила немного помочь вам. В прохладе напоить и накормить вас. У вас есть вода? Конечно. И вода, и еда, и тень. Ступайте за мной, детки. Вот видите этот лесок? Единственный островок жизни в этой пустоши. Здесь мой дом, детки. Пойдемте за мной. Это чудом сохранившееся место. Здесь есть и тень, и прохлада. А сейчас я вам дам холодного чалапа, чтобы вы утолили жажду, детки мои. Я такая сердобольная. Вы, конечно, еще хотите кушать. Сейчас я вам приготовлю отменный обед, что пальчики оближете. Чувствуете, как пахнет? Сейчас я накормлю вас. Ешьте, ешьте, мои золотые. А вот вам еще персики. Угощайтесь. Вот вы попили, поели и отдохнули в тени, детки. А теперь почувствуйте неземную блажь моего леса. Чувствуете этот запах сосен и елей? Здесь так пахло всегда, пока пещерная ведьма не превратила эти земли в пустоши. А вы хотели бы помочь лесу возродиться опять, сладкие мои? Конечно, хотели бы, бабушка. Я не принуждаю вас, потому что это крайне рискованное и опасное дело, детки. Мы готовы. Я знала, что вы поможете. Если этому истукану вернуть украденный пещерной ведьмой глаз, то он мгновенно оживет и озеленит все вокруг. Но, к сожалению, по преданию, в эту пещеру могут попасть только дети. Мы пойдем за его глазом. Хорошо, добудьте его, детки. Я буду ждать вас, сладкие мои. Кыш, вы посмотрите на нее. Нашла, куда садиться. Вот так Атай и Салкын отправятся в пещеру к ведьме. Вот мы и пришли, Салкын. Теперь надо быть очень осторожным. Мне страшно, Атай. Да тише ты. Я боюсь, Атай. Иди за мной. Если тебе страшно, Салкын, иди спрячься вон за тем камнем. Хорошо, я буду там. Если что, беги, поняла? Поняла. Бабушка говорила, что глаз находится в каком-то сундучке. Наверное, это он и есть. Эй, как ты попал в мою пещеру и что ты вынюхиваешь здесь? Отвечай! Я просто ходил в горах и, заблудившись, нечаянно попал в вашу пещеру.
Эй, говори правду, что ты вынюхиваешь тут? Или хочешь, чтобы я распотрошила тебя? Нет, мне не нужны неприятности. Я просто заблудился. Тогда убирайся прочь с моей пещеры. Бегом, я сказала. Шляются тут дети всякие. Ай, спасибо вам, детки, принесли этот глаз. Как же давно я ждала этого, сладкие мои. Эй, что вы принесли мне? Мне нужен был карий глаз. Для чего я вас туда посылала? Эй, идите-ка ко мне. Вы все испортили. Сейчас я буду рвать вас на куски. Эй, тебе это нужно было? Получай. Детки, идите-ка ко мне, хочу поблагодарить вас. Злая сила этого истукана была в его левом глазу. Я выкрала его, когда он спал, и спряталась в той пещере. И тогда они превратили меня в ведьму и заточили там. Я могла выйти на солнце и разбить этот глаз только после посещения пещеры детьми. А теперь то, что они превратили в пустошь, мы превратим в цветущий край. Спасибо вам, детки. Вот такая вот сказка случилась в Кыргызских горах.